Заместитель председателя правительства республики Константин Рамаданов назвал недопустимой ситуацию со строительством социокультурного центра в селе Пажга. Он осмотрел проблемный объект в ходе рабочей поездки в Сыктывдинский район. Сейчас все работы на площадке приостановлены. Подрядчик ушел, сославшись на то, что ему просто не хватает денег. Якобы многие виды работ не были заложены в проект. В итоге общая смета выросла на 10 миллионов рублей. Работы мной приостановлены ввиду того, что у нас возникли вопросы по строительству данного объекта. Нам было предложено подрядчику дать в письменном виде техническому надзору дать ответы на те вопросы, которые мы им задали, в части касающейся качества строительства и проектных решений, соответственно, проектным решениям. Соответственно, данные ответы мы в письменном виде до сих пор не получили. Посетил Константин Рамаданов и новый детский сад в селе Лозом. Здесь подрядчик уже вышел на финишную прямую. Современное учреждение рассчитано на 40 малышей. Для них оборудовали 2 группы – музыкальный и спортивный зал, прачечную и пищеблок. Официальное открытие запланировано на следующую неделю. После ревизии Константин Рамаданов принял участие в первом республиканском конвенте сельской молодежи. В Пажге собрались активисты южных районов Коми. Они объявили о начале работы нового общественного движения «Союз молодежи села». На форуме подписали сразу несколько соглашений о сотрудничестве, в том числе с региональным агентством по делам молодежи. Виктория Палкина с подробностями. Республиканский конвент сельской молодежи по задумке организаторов – это площадка не только для обсуждения актуальных проблем, но прежде всего для получения реального опыта. На первой секции свои проекты представили 5 начинающих предпринимателей. Здесь и парикмахеры, и аграрии, и лесники. Когда мы планировали проведение этого конвента, мы как раз пригласили ребят, которые, скажем так, не везде постоянно участвуют, везде в республике, в Сыктывкаре, а именно с сел, которые болеют за свое село, которые хотят что-то сделать, и им не хватает каких-то знаний, каких-то навыков для того, чтобы реализовать свои идеи, свои мысли. У Елены Родчевой своя парикмахерская в Зеленце. Девушка столкнулась с непосильной для нее арендной платой, поэтому ждет завершения строительства нового жилого дома, чтобы приобрести там новые площади. Чита из Пажги планируют заняться туризмом. Предприниматели при этом ориентированы на семейный отдых. Открывать базу будут поэтапно. На то, чтобы построить все и сразу, у Лебедевых просто нет денег. Первую прибыль мы планируем уже в марте начинать получать, потому что мы уже построили малую баню, и она, в принципе, готова к приему гостей будет уже через неделю. Сейчас там заканчиваются последние работы, там электропроводку проводят, обработать нужно внутри дерева, и, в общем-то, все, и можно приглашать. По словам Константина Рамаданова, все проекты можно воплощать в жизнь, если исправить некоторые мелочи. Главное, что молодежь стремится работать на местах. Именно такие активисты должны участвовать в создании программ развития каждого района, уверен Константин Рамаданов. У нас программа должна быть не, как я говорил, не для прочтения, да, там, лозунгов и деклараций, а именно, которая будет состоять из конкретных небольших проектов, где там, по 10, по 15, по 20 человек будут создаваться там рабочие места. Собственно, из этого экономика региона и будет складываться. В заседании второй секции участвовали представители сельских молодежных советов. У всех за плечами большой опыт проведения социальных акций и большие планы. Сысольские добровольцы, например, намерены активно продвигать свой район как туристический. Уже идет работа по сбору легенд и интересных географических названий. Идеей этого проекта является создание карты достопримечательностей Сысольского района вместе с путеводителем, так чтобы приезжие люди смогли уже поближе познакомиться с нашим районом. Мешают сысольским добровольцам, как, впрочем, и представителям Кайгородка, финансовые проблемы. Отныне решать их будет проще, уверен первый заместитель руководителя администрации главы правительства республики Анатолий Родов. У Союза молодежи села есть все возможности для участия в грантовых конкурсах и продвижении социальных проектов. Сегодня можно создать маленькие общественные организации, и никто не возбраняется, но у них, у вновь созданных организаций, возможностей значительно меньше, нежели, скажем, у той структуры, которая сегодня здесь собрала, вот Союз молодежи и села ребят 4 сельских районов, назвав это конвентом, первым конвентом сельской молодежи. И вот у самой структуры сегодня ребята, которые объединились, потенциал уже большой. СМС – так коротко активисты назвали новый союз. Он готов принять в свои ряды и целые объединения, и просто активных сельчан. Уже летом организация проведет второй конвент. В Прилузе соберут тех, кто серьезно намерен заняться развитием своего района. Виктория Палкина, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.